новость. Как вы оцениваете? Ну, я бы сразу сказала, что, конечно, комфортно здесь будет многим жить, в том числе и людям с ограниченными возможностями, но по доступности тут тоже наблюдается все-таки доступность ограниченная немножко. Вот показатель того, что пандус есть, лифт есть, это замечательно, но вот я уже говорила людям, которые будут строить, непосредственно исполнители вот этих проектов, да, о том, что должны быть и парковочные места для машин, в которых едут инвалиды. Мне бы хотелось, чтобы в этих новых домах, вот если строится не пандус, а подъемник, тоже продумывалось уже на стадии проекта, какой будет подъемник. Потому что многие, наши морозы, вы знаете, резко континентальный климат и прочее, очень строгие требования к технической эксплуатации вот этих подъемников, требования очень жесткие, да, во-первых. А во-вторых, кто их будет обслуживать? Вот у нас есть на Богдана Чижикова, вообще много мы уже построили пандусов и подъемников установили в город Якутск и Минтруд, да, для инвалидов-колясочников. Но в зимнее время эти подъемники практически не работают, потому что их надо обслуживать, это значит специалисты должны быть, да, их проверять надо перед весной и глубокой осенью, смотреть за ними зимой, а они просто стоят вот в открытом виде, да. Потом это электричество и напряжение высокое и прочее, то есть это технически должен быть грамотный человек, и мы не можем передать этот построенный подъемник, например, управляющей компании, которая говорит: о, это же должен быть там, специалист. Это так же, как лифт-монтаж есть специализированная, технически грамотная аппаратура и специалисты к ним, так и к нашим подъемникам должно это быть все соответствовать. Поэтому вот сейчас мы говорили с людьми, которые строят наши дома, и они говорят: да, вот этот вопрос нерешенный, и он все равно будет все больше и больше актуальнее будет звучать. Потому что, пандусы, вы знаете, вот мы немножко консервативны в площадях своих. Не всем жителям домов нравятся вот такие длинные пандусы, которые занимают парковочные места. Это тоже есть у нас в городе, да? И поэтому вот эти проблемы надо решать, и они очень актуальны для нас. Кроме того, что вот я тоже проговорила уже, то, что нас очень заботит, вот здесь подземные гаражи. Сколько мест будет выделено безвозмездно для людей с ограниченными физическими возможностями? Вообще 10% от парковочных мест по определенным стандартам, там ширина немножко больше, глубина вот этого места парковочного, обычно определяется знаком специальным и разрисовано, и на этом месте не должны стоять другие машины, потому что это касается, уже штрафуется, наказывается и так далее. К сожалению, в городе я еще такого примера не видела, чтобы вот около мэрии, кстати, я сама подходила пару раз к ДПСникам и говорила: ребят, вот не могу остановиться там, где мне положено стоять нашей машине, на котором мы привезли колясочника. В конце концов, мы сидим. Люди, у которых есть специальные, так сказать. Вот. Да, правильно понимаю, что нужна полиция инвалидов, нет? Нет, так грозно мы, конечно, свои требования не выставляем, но мы хотели бы согласовать, чтобы вот доступность была не только в заявительном характере, в карающем таком каком-то мече, а именно согласована и позитивно решена для тех жителей, которые живут в нашей столице. Если так говорить, за 10 лет, это же первый год, когда начали определенно этим заниматься. В основном же все делали для галочки. У нас половина пандусов в городе Якутске непригодна. На самом деле это так, но это же мы же начали делать это. Даже то, что мы начали неправильно делать, это уже позитив. Вот я считаю так, потому что наконец-то вообще у населения, вот я сейчас ходила по двору, вот немножко раньше приехала, и мужчина с колясочкой, где сидит малыш, он говорит: ты что машину остановил? Здесь же, вот видишь, спуск, специальное место для того, чтобы на коляске можно было комфортно ребенка вывести на улицу. Уже люди, как вам сказать, свой
Ну, не Свои то, что права. требовать, свои права, причем это было сказано, как это вот, ну, подай, пожалуйста, мне вот эту тарелочку, вот именно с этим кусочком хлеба, а не с другим. Потому что, ну, это элементарно, на самом деле, везде. Это же признак цивилизации, поскольку у нас сейчас мировые идут турниры, встречи, чемпионаты и прочее. Это показатель цивилизации нашей столицы, нашей республики. Поэтому это очень важно на самом деле. Мы сейчас поедем еще по другим местам, да, и посмотрим, что там. Но, в принципе, же первый шаг уже сделан. И достаточно серьезный. Вы знаете, достаточно серьезно, потому что Всероссийское общество инвалидов, которое учредило Центр мониторинга услуг, который возглавляет вот Петров Андрей Анатольевич, он, кстати, меня сюда и пригласил, он как раз в этом году уже 80 зданий, учреждений социального назначения, вот просто его с правительства привлекли к этой работе и республиканского статуса, потому что в городе же очень разное это самое имущество, не только муниципальное. И вот по этим зданиям даже старой архитектуры, да, старые проекты построенные, вот пытаются и делают, чтобы там была доступность для всех слоев населения, маломобильных в том числе. Спасибо. А вот здесь говорят, эксперт есть, да? Эксперт, да, центр, да, эксперт Андрей Анатольевич. Андрей Анатольевич, вы представляете новую экспертизу, да, какую? Не новые. Не новая. Она старая? Центр мониторинга. Центр мониторинга 2017 года работает. Ну и я смотрю, у нас меняются хотя бы пандусы. Меняется. Вот первые поликлиники же так не сделали до сих пор, да, пока? Нет, переделали. Переделали, там сбоку, ага. Да, переделали. И это благодаря вам, с одной стороны? Ну, мы подсказали. А там основная ошибка в чем? Действительно это так, что пандусы делают для галочки? Или точнее, не для инвалидов, наверное? Я 2 года назад бы сказал ваши слова, повторил бы ваши слова. Да? Сейчас уже кардинально вот поменялось вот это отношение. Не только для галочки, но и для пользования. А теперь существуют стандарты углы наклона, разбег, да? Ну, есть определенные стандарты, которые должны делать. Да, определенные стандарты есть, но эти стандарты в основном подготовлены для центральной России. У них таковых вот этих свай нету. Вот как здесь, например. Не, ну да, здесь приятный, аккуратный. Да, как угол, здесь. да, А если вот, пандус. например, 2,70 высота подъема этой, ну, пандуса. Там Где это находится, например, общество инвалидов города? Ну там вообще. Ну, там еще можно пользоваться. Пользуется же. Ну, пользуется. Это Ну, длина, качаем. да, длина-то там какая большая же. А вот хотелось бы узнать, можно ли обращаться в ваш центр и как это сделать и кому обратиться? Если действительно люди не найдут, а пользуются пандусом, который неудобен, действительно. То есть нет доступной среды. Да, Можно да, могут, конечно. Куда? Куда можно? Богатырева 11, дробь 1. Екатерина Дмитриевна, телефон какой у нас? 45 24 81. А, это при... Да, Как вас зовут? Андрей Анатольевич Петров. Андрей Анатольевич Петров. Можно к нему обращаться, если вас не устраивает что-то в доступной среде. Да, консультации мы проводим А вы еще ежедневно. можете и застройщикам помочь, да, в этом плане? Да, конечно, помогаем. Ага. Спасибо. У нас здесь еще раз смотрите, пандус, видите, какой легкий. Но это нужно говорить о том, что здесь нет свай. Внизу гаражи. Вот так спокойно, не спеша, явно можно заехать. Ну, еще раз двор покажем вам, чтобы вы понимали, да? Что здесь не все так хорошо, видите, здесь лестничные пролеты. Ну, не везде можно заехать. А так, самое главное, удобство в данном квартале. Нет лестниц у дверей, видите? Практически везде. Плюс заезды сделаны для колясочников, ну и просто детей.
такой уютный. Конечно, нашим инвалидам хотелось бы еще больше, но тем не менее, я считаю, что первый шаг сделан, и он очень серьезный. От, так сказать, от галочки мы перешли к качеству. И сейчас мы поедем на другой объект и покажем, как там это делается.